Герои следующего материала на передовой не воевали, но война отпечаталась в их умах и сердцах на всю жизнь. Геннадий Стрелов отработал мальчиком в колхозе от звонка до звонка, был готов идти на фронт. Галина Пинаева – несовершеннолетний узник концлагеря. До сих пор без слез о событиях тех лет она не может вспоминать. Наши герои День Победы отмечают вместе с остальными 40 ветеранами. Все они поправляют здоровье в республиканском санатории «Максаковка». Ксении Лосевой удалось с ними пообщаться накануне праздника. Он лежал и читал книгу. За окном шум самолета. Не такой, как обычно, прерывистый, а дальше бомбы. 22 июня 41-го – первый день войны. Воспоминания которой и по сей день перед глазами. Жили в землянках, их бомбили ежедневно. Каждый снаряд – вся жизнь перед глазами, хотя и был совсем еще мальчонка. До октября месяца нас бомбили ежедневно. Пока нас не увезли оттуда. Эвакуировали в Архангельскую область, обратно, где я родился. Вот. И там я и жил. Учился в школе до 7 класса. Потому что после 7 класса уже не было учебы. 7 класс уже высшее. Ладно. Учиться было тяжело. Почему? Потому что книг не было, тетрадей не было. Писали на чем угодно. На обоях старых, на старых газетах между строк, на старых тетрадях между строк. В общем, на чем угодно. Поэтому, конечно, но учились. Почему? Потому что все для фронта, все для победы. Работал в колхозе в Архангельской области. В 45 в военизированном лагере проходил подготовку к передовой. Повезло. День Победы оказался близок. Геннадий Павлович, на тот момент ему не было и 16, вышел в город. Как и все, праздновали и обнимались. Говорит, счастливейший день в его жизни. Я когда начинаю вспоминать о войне, меня душат слезы, я не могу говорить. Знаете, я прошла уйму лагерей, уйму. Меня взяли туда, 15-летний. Галина Николаевна Пинаева – несовершеннолетний узник концлагерей. С ужасом вспоминает военное время. На момент начала Великой Отечественной ей было 14. Сын просит ее не вспоминать то страшное время. Для нас делает небольшое исключение. Как вчера помнит, как отец не вернулся домой. И вдруг он две ночи не пришел домой. В чем дело, не знаю. Такого не было. Вот. Оказывается, его взяли в ополчение, и он 2 ночи, не мог вырваться. Вот за эти 2 дня я испытала, что такое настоящий голод. Я лежала, меня, прямо стыдно сказать, вши съедали. Я есть хотела, а потом уже не хотела. Просто лежала. Она прошла много лагерей. Все они были разные, а вот воспоминания о них особо не отличаются. Бесконечный голод, холод, страх и неизвестность. 9 мая я всегда реву. Ну, я не знаю. Ну, не могу я удержаться. Я что-то этот праздник для меня не могу. Ксения Лосева, Александра Головина, Олег Юшков, телеканал Юркан.